Городскую клиническую больницу Демского района в Уфе в марте 2020 года перепрофилировали в инфекционный госпиталь на 215 коек. В каждую палату подвели кислород, больницу оборудовали необходимой аппаратурой, готовы врачи, медсестры и весь медперсонал. В городской клинической больнице Демского района при необходимости можно будет лечить от коронавируса взрослых и детей, а также беременных и рожениц. Демские и другие больницы готовят для тех возможных периодов, когда случаев заражения коронавирусной инфекцией в Башкортостане будет больше, и существующих медицинских учреждений не хватит. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Не покидайте свои дома без особых причин. Берегите себя и своих близких. Вот как раз патрулирование, они по этому маршруту. Айдар Рафаил, сколько маршрутов сразу? Сегодня 5 с 11 утра мы 5 маршрутов по 5 человек. Это и афганцы, по Демскому району. Ближе к вечеру афганцы пойдут, пехотинцы. А сейчас днем вот общественники и совет многоквартирных домов, кто волонтеры вышли. А в вечернее время уже более самые крепкие ребята, так скажем. Да. Здрасте, подойдите. Представьтесь. Руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ по Демскому району Чертырян Владимир Егевич. Как много людей ходят? Люди ходят, но в основном только крайне необходимости, в основном в аптеки, в магазины. Спасибо вам большое. Это представитель МВД, у нас Центр общественной безопасности. Но другого лучше мы сейчас ничего не придумаем. Пусть дома сидят и в магазин садить. Только вежливо надо с ними, конечно. Мы посмотрим, сегодня изучим. Если будем чувствовать непонимание, тогда перейдем к штрафу. Пока вот я... пока еще методы продолжают. Ну, объясняем, стараемся, но все равно до людей уже лучше доходит. Вчера больше было народу, сегодня уже поменьше. И уже отношения посерьезнее. С каждым днем оно все посерьезнее и серьезнее отношения. Я просто боюсь, что нам еще одну неделю, как минимум, придется в таком режиме. Пока не знаем, где-то до конца этой недели мы объявим. Поэтому спасибо вам большое. Себя берегите, лучше дома пожалуйста. пересидеть, чем потом в больнице перележать. Спасибо. Добрый день. То есть вот сюда Показали, здесь, заезжает скорая. Для жителей, где амбулаторные участки, все равно мы оставили, чтобы была информация в таком формате. Здесь пациент у нас заезжает. Там вот сделали пункт, шлюз так называемый, для обработки потом автомобилей скорой медицинской помощи. Здесь сейчас покажем палаты для детей, для взрослых. Реанимацию мы готовим. И где будет общежитие для сотрудников. А раньше это было... Здравствуйте. Многопрофильная больница? Многопрофильная была. Здравствуйте. Добавили навигацию и провели тренинг для персонала, чтобы они понимали, как работать с данными пациентами, о мерах безопасности, в соответствии с теми алгоритмами, которые Москва разработала, применили к нам. Стационар был выбран с тем расчетом, что здесь у нас есть компьютерный томограф. Взрослый больной сразу заводится. Если необходимо. То, что здесь будут лечиться пациенты в основном с тяжелой формой COVID-19, осложненной пневмонией, острым респираторным дистресс-синдромом взрослых. Здесь раз. Нормально, в рабочем состоянии, да? Да. Рабочее состояние, да. Компьютер-томографическое исследование. Здесь именно для диагностики, это общие анализы крови, мочи, биохимия, не специализированный анализ. То есть то, что нам нужно лечить в целом. А вот специализированные анализы? Они в отдельных лабораториях, они у нас, где ПЦР-лаборатория, это отдельное помещение. Это у нас центр СПИД, РКБ Куватова, 21-я больница, Республиканский медико-генетический центр. Потом у нас кожа-вен-диспансер, университетская клиника, Стерлитамак, Нефтекамск и 3 частных медицинских организаций. Ну что, готовы принимать? Ну дай бог обойдется, но все-таки нам готовиться. Сотрудники, которые дали согласие и соответствуют возрастным категориям, потому что будет работать в специальных костюмах. У нас вот наши меры поддержки, если сюда начнем, они включаются. Уже с 18 марта уже коллеги будут получать эту поддержку. Это небольшая, но, по крайней мере, и федеральная тоже. Федеральная поддержка рассчитана в размере
среднемесячной зарплаты за предшествующий год от 70 до 100%. Ну дай бог. Себя берегите. Спасибо. Данная выплата положена врачам, средним медицинским работникам, сотрудникам, которые работают у нас на скорой медицинской помощи. Здесь, Раис Фаридович, у нас есть бронхоскоп. Это тот же самый стандарт для выполнения бронхоскопии, оценки состояния верхних дыхательных путей. Она мобильная, поэтому мы можем ее поднимать и проводить данные исследования в отделении интенсивной терапии, если потребуется. Здесь все для нас тоже здесь сделали, переоборудовали. То есть на этом этаже вся лабораторная диагностика и дополнительные. Вот. Все в рабочем режиме, да, в режиме все подготовлено. УЗИ-аппарат. Здесь сделали боксы для детей до 3 лет. Добрый день. Ага. Это уже здесь у нас будет госпитальное отделение для детей, 3-й этаж у нас. Полностью у нас разнумеровано дополнительно, где есть зоны. Примерно палата наша вот такая вот она. Это вот для врачей? Для детей до 3 лет, которые и Подвели кислород дополнительно. Маски. увлажнитель всё есть. кислорода все соответствует. Это по стандартам. Здесь 10 детских коек. 10, да? Да. А общее количество коечное какое здесь? Здесь мы развернулись на 215. Но еще роддом тоже полностью готовый. Потом. Это тоже детское все. Да, здесь получается грязная зона, потом у нас зона для работы, так называемая чистая рабочая зона, которая будет, чтобы нам потоки в соответствии с нормативами. Ординаторская для врачей. С виду как бы шторы нельзя, жалюзи нельзя. Все скудно, бумажных носителей не должно быть. Серьезно? Накапливает, да? Дополнительные рации на случай общения, чтобы было не бегать по этажам. Есть внутренняя связь и сотовую еще приобрели мы. Дополнительно за счет больницы выдадим, чтобы у каждого оставался на связи. Провели Wi-Fi, соответственно, чтобы была возможность оперативно какой-то там что-то посмотреть, проконсультироваться, связаться. Здесь взрослое отделение для взрослого. Здесь уже аналогичная история, но для взрослого населения. Здесь у нас в каждом палате. Вы здесь еще дезинфекцию полную не делали, да? Мы уже проводили, сейчас еще проведем, работают. Здесь уже в каждой палате Да, кислород. Кислород? Как? Каждой койке. все у нас подведем, дополнительно подвели. Есть расходные материалы, все, чтобы это то, что требует Росздравнадзор, чтобы у нас 70. А на случай отключения энергии здесь есть дизель-генератор или это не положено? У нас установлен, но он дизельный немножко срабатывает, как скажем, с каким-то опозданием. Да. Ну, есть. Ну, есть, да. Ну, палата, в принципе, однотипная. Есть санузлы, все. Санузлы там внутри, да? И переделали, и отремонтировали. Вот здесь учли по рекомендациям Министерства здравоохранения и по требованиям операционную для выполнения. Если пациент, который страдает коронавирусной инфекцией, мало ли случится, аппендицит, еще что-то. Поэтому здесь у нас есть операционная, есть все средства защиты полностью, которые есть, стойка, необходимое оборудование, чтобы выполнять пациенты, которые все равно может такое случиться, как в одной деревне может быть и пожар, наводнение, как говорится, может случиться, что во время и... А сколько у вас ИВЛов здесь? 10 у нас этажом мышц. Да, и дополнительно мы сейчас сюда поступает, еще будет еще 10 у них, 20 ИВЛ. А по нормативу сколько должно быть на 215? У нас кислородная подводка 70% должно быть, а по ИВЛ на 215, 10. А, то есть выполнено. Но еще мы еще получаем. Спасибо большое. Себя берегите. Спасибо. Вот это мы попали в бывший оперблок, который мы переоборудовали. Он оперблок с реанимацией был совмещен. И мы операционные залы, так как там есть все условия по кислороду, мы их тоже взяли и переоборудовали под так называемые палаты. Здесь пока две. Это вот ИВЛ. Это аппараты, да. Это наркозно-дыхательный аппарат, который можно использоваться и как аппаратом ИВЛ. Это мировой лидер, Дрегер.
Поэтому здесь у нас все есть. Так-то операционная здесь Это базовая. просто мы находились... Просто делаете палаты, да? Да, сделали. Поэтому здесь еще возможность при случае мы еще одну разместим койку, если потребуется. Заведующие все в курсе, прошли необходимое обучение на нашем федеральном модуле, что нас требует. Покажем дальше. Шансы очень потребуются большие, поэтому надо ИВЛ еще. Сейчас Ростех предлагает еще ИВЛ. Давайте еще добавим, да? Давайте еще Добавить. Это уже стандартное было отделение интенсивной терапии, стандартная палата, которая то же самое имеет аппарат ИВЛ, все необходимые модули, стойки наши. Ну, то есть вот оно, то, что чем вот это спасение жизни, да, получается? Это обычно вот аппарат ИВЛ, немецкий тоже. Здесь отечественный, Екатеринбургский неплохой. Кстати, врачам очень нравится на нем работать. Самый необходимый при этом патология. А вообще вот в случае среднего там течения заболевания, сколько времени на ИВЛ пациент должен быть? Но это по клинической картине здесь. Ну, в среднем 2 недели, 3. Не, ну ИВЛ-то вообще, наверное, не должен, если не тяжело. Бывает на ИВЛ человек 2-3 дня, иногда неделю, иногда 2 недели, иногда месяц. Каждый конкретный Да, случай. тут не угадаешь. А вообще в среднем вот коронавирус средней формы сколько протекает? Ну вот, как московские коллеги, в общем-то, вот мы получаем информацию, точно так же где-то неделю, может быть, может меньше, может больше. Ну, это течение пневмонии, все зависит от состояния пациента исходного, если это возраст есть, сопутствующая патология. А вот что с лекарствами? Вот вы готовы, необходимый запас лекарств? Здесь лекарства необходимы, есть запас. Дополнительно мы сейчас провели закуп дезсредств, мы выделим как раз и Демской больнице. Лекарственные препараты мы тоже закупили, как по сегменту, которому нам положено, инвалидам, льготникам, чтобы это была выдача по нашим рецептам льготным. Дополнительно и стационар сам закупил, и мы дополнительно закупили. А средства защиты у вас вот у всех есть, необходимого вот уровня есть все? В данный момент мы имеем, если даже один пациент поступает, мы бригады заходим, например, 31 человек практически. Есть, и дополнительно мы сейчас еще закупаем. Вот это самое главное. Вот это обеспечить, потому что они все сертифицированы должны быть, с этим проблема. Мы-то маски пошьем, все пошьем, вам они не пойдут, они не... Поэтому здесь смотрите, что вот начиная с конца этой недели у нас уже аукционы этим подписались, поставщики в течение 10 дней привозят и расходные... Но если, условно говоря, завтра пациент, вы готовы начать принимать? Да? Если будет тяжелый пациент. Министерство хорошо помогает. А в очередности в какой, вот условно, когда вы забьете инфекционку, в какой очереди? В инфекционной больнице будут лежать пациенты с легкой и средней степенью тяжести. Тяжелые пациенты будут лежать только здесь. То есть вот если здесь. у нас появляются тяжелые сюда, да? Только здесь. А квалификация врачей достаточно? Да, реаниматологи, детский специалист, педиатр и... Пульмонологи есть у вас? Пульмонологи, бригаде тоже есть. Федорович, позвольте вопрос. Маски, конечно, неудобно, но коронавирус. Скажите, а почему мы в этой больнице? Мы выбирали лечебное учреждение, которое можно быстро профилировать, и географическое положение. Нам вокруг Уфы нужно было несколько, поэтому Демское мы взяли. Тут и персонал довольно рабочий, поэтому и нам удобно было все быстро профилировать, сделать целый комплекс, включая даже жилые помещения для врачей. Вот из этих соображений. У нас пока 7 заболевших. Мы, если необходимо, готовы к другим цифрам. Ну, у нас 8 заболевших, 1 выздоровевший. Вот, ну, мы готовы, мы ждем, и, вернее, мы не ждем, здравствуйте, мы работаем, посмотрим. Это вот комната приема пищи. Это для врачей? Да, для врачей. Они будут проживать на этом этаже полностью. Договорились вот, с салоном цветов, это такая акция московская, вместе наших молодежных специалистов. Нам отдали порядка 100 букетов, мы раздали по... Для будущих сотрудников. Ну и в том числе. Знак уважения. Знак уважения, потому что цветы торговать нельзя. Порядка 100 букетов мы взяли. Спасибо им. А кушать как будете обеспечить? Здесь готовить или привозить? Нет, готовим у нас пищеблок отдельный, заводим как по стандартной схеме и раскладываем одноразовую посуду. И потом, больных? Больным тоже индивидуально каждому. Ну, тоже один пищеблок делает? Один пищеблок, да. Это просто одноразовый будет? Санитарная норма позволяет, да. А закупили посуду одноразовую, есть? Купили, посуда есть. И Демский роддом, у нас тоже по нашим планам, если пациентки беременные будут с
ковид-положительные, рожать будут только здесь, со всей республики. Чтобы нам не закрывать роддома. Ну, тоже вот такие у нас стандартные. Но единственная просьба, вот нам еще подъездные пути заасфальтировать бы до конца. Сейчас давайте покажите мне, что там нужно. Я завтра пришлю людей. Значит, с Росгвардией договорились, потому что как только появляется, тут, по-моему, Росгвардия должна входить. У нас взаимодействие уже начато, мы с Ириком Витальевичем переговорили. Потому что как только первый больной, тут сразу Росгвардия должна выставлять пост. Да, сегодня мы с министерством разговаривали, нам разъяснение дали. Вам тоже надо продумать, где пост будет стоять, как, что, все это. Все въезды, в принципе, все, маршрутизация алгоритма сделана, выполнена. Вот пища доставляется вот с улицы здесь, мы даем. А вот там еще, там мы с федеральным центром говорили, все-таки у них там и опыта больше, и компетенции больше. У вас налажена связь для того, чтобы постоянно консультация, особенно если тяжелые пойдут. Да. Наша задача, которую вот я вам ставлю, я не могу поставить задачу там, чтобы больных меньше стало. Это зависит от того, насколько все мы отработаем. Но чтобы ни одной смерти не было. Вот смерть это рассматриваем как ЧП. Вот именно за это, потому что ну, это чисто и психологически очень важно, ну и по-человечески. Как только больной появляется, все самые лучшие силы, опыт, лекарства, самых лучших врачей, уход и так далее. За каждого больного, чтобы боролись. Вот это я вас прошу, чтобы... Рафаэльевич, еще для персонала детей, врачей, медсестр и так далее, у нас на круглосуточный режим детский садик тоже подготовлен. Мы можем принять уже. Да, кстати, мы такое дело сделали, чтобы они понимали. Мы довели до сотрудников в круглосуточном режиме. Могут дети находиться в группе безо всяких вопросов. Мы подготовились. Да, потому что после 2 недель сотрудник уходит на изолятор, еще 2 недели наблюдается как контактный, то есть месяц их не будет дома. А вот, условно говоря, вот мы пришли, посмотрели, вот когда это 100% готовы принимать? Если что, готовы, прямо сегодня. Ну, то, наверное, помойте вот после нас. Ну, еще мы, да, проведем дезинфекцию. С завтрашнего дня, по нашим расчетам, это в ближайшее время может это случиться. По тестам, завтра приходит партия. Это уже не только Роспотребнадзор, это мы договорились с коллегами из Федерального медико-биологического агентства. У них совместная работа с компанией Литех. Нам 2000 тестов уже грузят. Хорошо. То есть мы так можем. Они более быстро идут по времени. Врачей поблагодарите от нас. Спасибо большое. Я так понимаю, случаев отказа не было. Единственное, мы ограничили наших сотрудников, тех, кто старше 60 лет, и имеют хронические заболевания, конечно, чтобы их сразу из группы риска убрать. Я просто, вы же там смотрите, видите, опытнейший врач, процентка, да, РКБ 47 в Москве, опытнейший врач, столько мер защиты и так далее, тем не менее прихватило заболевание. Настолько коварная вещь, что особенно, не дай бог, если вы, врачи, начнете болеть, тогда нам совсем сложно будет. Поэтому тут надо инструктаж, беречь коллектив. Мы всем потом спасибо скажем, поблагодарим и, как говорится, дай бог нам пройти эту историю. Так что, Михаил Владимирович, для вас вызов такой. Очередной. Спасибо, до свидания. Где асфальт? Вот это асфальт? Вот это, да. И я тогда вам позвонит наш Госкомтранс, завтра придет, посмотрим по температуре, потому что сейчас еще конденсат будет. Ну, 2-3 дня мы асфальт здесь... Спасибо. Здесь еще более-менее, ну, 8-я вообще убита. Да. Ну, давайте тогда вы УФА пусть здесь делает, а 8-ю я дам Госкомтрансу поручение. Все, хорошо, спасибо. Да. А стелитамак, да? Сельтамак, конечно. Ну, будем помогать тут уже. Ладно, спасибо. Вам здоровья. Спасибо. Рафаэльевич, а куда мы сейчас едем дальше? Мы сейчас едем смотреть на площадку строительства новой инфекционной больницы. Вот. На случай, если этих не хватит? На случай, если этих не хватит. Мы на самые плохие сценарии рассчитываем.